Ё-моё, пляж полный. Ё-моё. Купаются дети, подростки, детвора. Здесь смотрите, сколько народу. У нас как в Крыму уже купальный сезон открыли. И в Сочи, да? Там даже не купаются, здесь, смотрите, купаются вон люди. Видите, да? Зашли в воде. То есть вода терпима. Ну нормально, слушайте. Речной порт. Нет, водичка ушла. Сегодня у нас 13 число. И мы потихонечку поедем. О, там, смотрите, возле этого причала 21. Смотрите, какой-то матрос стоит белый, видно, нет? Переправа Якутск, Нижний Бестях. Так, 4-й причал. Вот от каких-то вот этих причалов лодочки отправляются у нас. Ну, сейчас вот стало уже здесь все культурненько. После наводнения, паводка в мае тут, конечно, была картина довольно неприглядная, но сейчас вот все нормализовалось. Вот, скоростные катера, Якутск, Нижний Бестях. Проезд 500 рублей. Такие вот катера, видно, нет? Вот они. А здесь еще один причал. ДМ-21. ДМ-21. Ну и вот здесь вот все судна на подводных крыльях. Метеор, ракета. Вот это, по-моему, 2 метеора, да, их стоит. 2 метеора. Механик Кулибин. Причал деревянный ДМ-28. И Михаил Светлов. Там где-то должен быть Михаил Светлов. Еще Богдан Бедный, так что ли. Машинки ездят. Постараюсь ехать, особо не дергая головой, что камера у меня это не супер. Поэтому вот как получится, так и получится. Так. Можно тут спуститься туда вниз, интересно? А вот есть какой-то тут спуск. Интересно, у меня, наверное, тормоза не выдержат. Попробовать. Ладно, есть передние, есть задние. Опа, потихоньку. Я уже тут пришлось мне с собой плоскогубцы. Ключа нету, поэтому пришлось уже крутить гайки на этом велике, подтягивать. На меня он, видать, не рассчитан особо, поэтому... Ой-ой-ой, песочек. Вот мы сейчас прямо к ним подъедем, посмотрим с вами на ситуацию. Да, как бы я не хотел, но мне все равно приходится оглядываться и дергать руками, головой вернее, головой. Вот. Так, ну туда я дальше не пройду и не пойду. Так, ну вот такая вот ситуация. Здесь, сами видите, флаг России. Вчера был День России. Ну, поскольку карантин у нас продлевается, то народу не отмечался он, короче. Так обычно там какой-нибудь фейерверк, все какие-нибудь гуляния. Так. Ой.
Да, я тут, наверное, накатаюсь. По песочку-то неудобно ехать, однозначно. Неудобно. Неудобно ездить по песочку. Камушки еще такие крупные. Галька. А вот на подобном метеоре мы с детьми, с Машей и Мирославой ездили с Ялты в Севастополь и обратно. Вот тут такие вот есть заходики. Так, а мы можем вот посюда подняться, наверное, да? Или вот так вот вдоль. Посюда. Ну тут трубы. Михаил Светлов и Демьян Бедный стоят оба. А это механик Кулибин. Катера, вон эти вот, которые зимой ездят по льду, стоят и... Так, ладненько, все в горку, в горочку ползем. Очень приятно в горку идти. Сегодня у нас пекет корабельный канат. Вот. Далее толстый. Так, тут у нас машины ездят вот до сюда. До сюда машины ездят. Так, мы еще разочек посмотрим на два наших лайнера. Самых крутых. Вот. На Ленские столбы можно съездить на них. Ну, 3 дня выходных, поэтому... А, с этой стороны еще 2 стоят. 2 штуки их стоит. Так. Короче, нам надо вот сюда вот проехать. Так вот мы делаем. Наверное, у вас башка закрутится, да? Я кручу головой. На голове у меня камера прикреплена. Поэтому... Опс, люди катаются. Так, а где вот эти трубы-то здесь были, которые сюда, в этот водоем, воду качали? Их не стало? Их не стало. Их убрали. Здесь внизу, смотрите, дорогу сделали. Галечную такую вдоль вот этой вот. Ну и мы с вами вот по этой дамбе на ту дамбу проедем и потом, я думаю, еще туда посмотрим на ситуацию. Ветер, как там, слышно меня? Грохочет, наверное, все. Ну вот это вот, сейчас, стоп, панорамку сделаю. Речной порт, грузовой порт. И вот это вот тут лодки стоят здесь. Короче, лодочки стоят. Всякие разные катера. Такая вот ситуация. На 13 июня 2020 года. На улице у нас изоляция. Поэтому люди многие сидят по домам или куда-то выехали на дачи, на те же дачи. О, смотрите, видно, нет? Рыбаки пытаются кого-то поймать. А вот с этой стороны тоже здесь раньше ловили. Сейчас что-то я не вижу. Видать, уже ничего не ловится. Ничего не ловится. На велосипеде, слушайте, быстрее, раза в 3 получается, чем так пешком ходить.
однозначно. Поэтому можно ролик более за меньшее время сделать. Так, главное, чтобы вот этот лесопед, у меня лесопед Стелс 2000-х годов каких-то, он чтобы выдержал эту поездочку. Видимо, люди что-то пытаются наловить. Чтобы наловить, надо отсюда уезжать куда-то подальше. Тут одно название, а не ловля. Одно название, конечно. Вот уровень как спал до песка. А потом, это начало у нас получается июня, а потом он падает где-то до августа. Вода все падает, уровень. И уже совсем мелкое делается. В прошлом году Лена очень сильно обмелела. Очень-очень. Потому что, ну, я не знаю точная, не точная информация. Были какие-то в верховьях Лены вырублены леса, которые якобы задерживали воду. И вот из-за этого такая ситуация, даже чрезвычайную ситуацию как бы ввели на какое-то время. Ну, все. Якутск перезимовал нормально, с водой. А то уже боялись, что воды не будет в городе. Вот такая вот променадная улочка. Променадная. Да, на этом велике совсем неудобно. Коленки надо побольше облегать. Себя подсаживать. Я чувствую, если на педали поднажмешь, что-нибудь и вылетит. Упс, ехали и приехали. Вот надо снизить скорость, чтобы не повредить. А, вот смотрите, такая площадка. Сейчас мы заедем. Мурюшка. Не Мурюшка, а речка. Кто-то снимает Мурюшка, а я снимать буду речку. Красота. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Интересно, столб. Наверное, его специально сюда сделали. Машины по этой по тротуару не ехали. Вот лодочная станция наша на той стороне. Видно, да? Вот она. Так вот, типа такого какого-то крепости сделана, что ли. Стоят музоний бомбезный. Мне этого, конечно, совсем не надо. Еще одна. Сейчас сюда тоже подрулим. Так. Тут деревья, видно, из воды торчат. Кустарники. Ой, там кто-то купается, что ли? Точно купаются люди, вон они. Уже кто-то в воду полез. Там у них, я вижу, лодка. Лодка. Ха, их там несколько человек. Вам не видно, я не вижу. Ладно, пошли дальше. Поехали, вернее. Ну, народу много. Слушайте, люди заколебались сидеть уже. Поэтому надо успевать, пока у нас зима-то, лето у нас на севере короткое, поэтому надо успевать
Смотрите, какая женщина. Ух, бежит. Мы сейчас обгоним. Так вот обогнали. Ух. Вот антенну какую-то построили, вот ее не было раньше. Антенну. Так, и что мы тут видим на этой конечке? Так, а как тут спуститься нам? Хопа! Бах! И вот приплыли, да? Сюда можно свалиться, если темно будет. Здесь никакого ограждения, ничего нет. Рыбачок приехал. Так, здесь у нас получается такая вот развилочка, да? И мы видим кофе с собой. Туда дорога вообще шикарно сделана. Это недавно ее сделали. Таким вот образом на лодочную станцию. А мы прокатимся, наверное, вот по этой дороге. Это у нас дамба. Когда-то здесь просто остров был. Ее постоянно затапливало. В 60 в каких-то годах, 67-м, потом сделали вот эту дамбу. Специально с целью, чтобы город не топило. Весной вот эти разлива. Так, снимает у меня там камера или нет. Ух ты, какие тут мощные колючка. Какая колючка мощная. Вот у меня вообще, я чувствую каждую на нем. Ну здесь вообще ездить, конечно, последнее дело по ней. Смотрите, она вся. Может быть, мы вот сюда вот свернем. Наверное, вот сюда свернем. Давайте сюда свернем. Кустиком поближе. Ой, тут стекла битые. Так. Опс. Потихонечку, потихонечку. Во. Прокатились потихонечку. Туда вот. Этой грунтовочки. Немножечко прокатимся. Упс. Как вас там? Качает? Ну, дорога вот такая вот, сами видите. Так, короче, я буду снимать, пока у меня батарейка не кончится. Поэтому там без всяких комментариев я закончу. Цветочки, лютики, смотрите, какие-то тут растут у нас. Красота. Красота, а не жизнь. Лето. Это просто супер. Птички поют. Птички. Так, а там какой-то грузовик стоит или что там? Ой, тяжело. Песочку-то тяжело. У меня скоростев нету. Лесопед старинный весь такой. Старинный. Сейчас на современных-то велосипедах там по 53 скорости, даже и больше бывает. Поэтому по такому песку там переключишь, а вон там, видите, кораблики стоят, туда куда-то машины едут, дальше едут. Фу, пылюга. Каталки. Есть походители, знаете, которые так камеру берут, выходят, да, с камерой, выходят, бродят, бывает говорят, бывает не говорят, а это по каталке. По каталке это когда на двух колесах, когда катишь, не снимаешь. Таким образом. А тут весне вот это все затоплено. Бывает у нас. Конечно, ну
вот летом уже все нормализуется и можно кататься. Самая тяжело. Что-то я сегодня накатаюсь. Наверное, встать сегодня не смогу. Ноги-то у меня после сидения за компьютером. Там какой-то водоем. О, и тут водоем. Все. Короче, вот здесь вот получается проезд запрещен. И получается, что вот можно было туда проехать, но сейчас ничего не произойдет. Это, видать, надо по дамбе и там уже сворачивать. Поэтому мы с вами покатим обратно. Так, я включил. Вот такая штука у меня, смотрите, да? Ну, а камера, это у нее здесь объектив все. А, не объектив, этот экран, органы управления, провод такой. И я его надеваю на руку. Затягиваю. Кстати, в этой штуковине можно даже плавать. Так, хорошо, затягиваю. Так, запись идет. Идет. Так, поехали обратненько. Так, наша задача, короче, обследовать ситуацию. Так, вот эта дорога куда? Прокатимся по ней? Вы не против? Опс, 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 опс. Так, мне надо осторожно, а то я своим весом здесь все шины переломаю у себя сзади. Порвутся они. И потом надо будет их клеить или покупать. А это расходы. Понимаете, да? Ну небольшие, но все равно расходы. Смотрите. Водоем. Еще вода не сильно спала. А потом вот здесь все будет сухо. Сухо-присухо. Тут, видать, люди сюда съезжают. Так, немножко камеру поправим. У меня на лбу она поправляется, короче. Вот так вот. Еще у меня сверху кепка. И я вот так вот езжу. Какое-то вообще заболотистое местечко. Забыл. Интересно, тут вот что-то обнесли. Ой, по-моему, я приплыл. По-моему, я приплыл, да? Как мне тут пройти? Мне надо вот на эту дамбу. Так, наверное, я слезу и попытаюсь. Так, у меня просто сандали. Так, тут уже люди ходили. Ну, давайте с вами попробуем. В принципе, нормалек, можно ходить. Нормалек, прошли. Ай, как хорошо, да, тихо. Птички поют. И это, смотрите, я от города совсем недалеко отъехал. Километр-то есть, нет. А здесь какая-то штуковина. Скворечник, цифра 6. Вон там, смотрите, дети, подростки катаются. Ну а нам с вами надо вот сюда подняться. Мусорные пакеты. Кто-то забыл увезти, собрали мусор, да это, конечно, хорошо. После зимы мусор надо обязательно убирать. Ух ты, одуванчики, смотрите, одуванчики. Одуванчики, видали? Одуванчик. Все, нету одуванчика. Нету одуванчика. Ну, еще. Тяжело ходить в горку. Так, а тут еще, смотрите, водичка с этой стороны. Водичка. И мы поедем туда дальше до конца. По этой очкообразной дамбе. Она, я говорю, очень давно сделана, поэтому вот эти выбоины, вот эти вот дырки, они уже 100 лет, или 50 лет это прошло. Ну вот здесь
здесь вот тоже можно, видите, да, вот на этой развлечься и лежать. А можно там ближе к городу. Смотрите, куда-то спускаются, куда-то идут. Вот тут даже с колясками, с детьми прогуливаются, подростки едут ручками. А мы с вами так, или вот она уже здесь кончается, по сути дела, или можно сюда съехать налево, или можно туда дальше. Давайте с вами обследуем, дальше проедем туда и там посмотрим ситуацию, что происходит. Куда заехали. Кто не хочет далеко ехать куда-то за 100 километров, он может здесь сюда доехать. Ну вот это конец дамбы, вот она, смотрите, конец дамбы. Пум. Приехали. Так, и нам надо... Куда же идти-то, а? Или сюда, или сюда. Давайте сюда, в эту сторону. Так, мне надо потихоньку, я даже не буду садиться, потому что не надеюсь я на эти тормоза. У меня масса большая, они могут не выдержать. Тем более тут вот такие камни, да? Смотрите, какие камни. Куда их привезли? Почти как в Крыму. Подобные. Булыжники острые какие-то. Опс, опс, оп. Потихоньку, потихоньку. Оба. Оп. О, все, проехали. Так, теперь потихоньку сюда едем. Упс. Фу. И вот по этой дорожке, вот по этой вот дорожке поедем дальше с вами. Куда она нас приведет, я не знаю. Так. Тяжело вот на таких кочках. Главное, чтобы ноги были накачанные. Это чайка летает. Чайка. Где он? А, вон она кружит. Не видали. Тут уже речкой пахнет. Воздух такой влажный. Немножко солнышко, вот парит он. Покатаемся с вами. Покатаемся. Хоть что видно, нет? Поправить. Тут что-нибудь не то нас снимаю. Я вообще вот этой камерой, ну мне уже 5 лет, да? Уже, как говорится, устарела. Ну, по техническим показателям. Ну, в нее удобное крепление такое на голову. Обхват на голову, и ее крепишь, и все сбоку. В общем-то, не мешает. Главное, головой сильно не трясти. Ух ты, а тут, смотрите, это что такое? Трава. Травы-то сколько здесь. Смотрите. А, это ее подняло. Кто-то накосил, наверное, да? Траву. Ее подняло водой. Когда высокий уровень воды. И вот так вот ее закинул. Да, тут же луга на этом острове. А здесь, смотрите, какое-то обгорелое целое пространство. Видите, там деревья одни эти стоят. Корни, стволы обгоревшие. Фу. Смотрите, как палатка какая-то. Прикольно. Так, у меня
там вот люди, видите, да, уехали на своем тарантуле. Хороший, это какая-то проходная, 4 ВД. Ну, а мы попроще, вот, стелс, магазин, Россия. Так, здесь надо потихоньку, опс, грязь, 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 грязь. Хорошо. Кукушка, слышите? Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить? Накукуй мне. Шутка. Мы же в приметы с вами не верим, поэтому кукуй, кукушка дольше, да. Что-то мало покуковала. Так, поехали дальше. О, цветы, цветы, цветы. Где-то говорят здесь лук. Ух, а там машин-то, смотрите, сколько. Целая тьма машин. Какой-то едет тарантул. Ух ты, там даже этот... Какое-то судно вдалеке. Какое-то судно. Ну, с этой камерой вообще удобно, да? Но я потом приеду, конечно, посмотрю, как что получилось. И если удачно, то на ней можно продолжить дальше съемки будет. Где-то. А, короче, вот эта камера у меня года 4 пролежала. Я ее, брал пару раз в отпуск, в общем-то, и все. Но она умеет снимать в формате 4К, но без стабилизации, поэтому... Так, нам сюда, наверное, надо ехать, да? Поэтому ей можно снимать, если что-то стационарно как. Ее установить можно. В принципе, она не дурно снимает. Единственное, рыбий глаз. Вот этот эффект. Вот, тут машинюха какая-то. Опс. Так, мы отсюда проедем, не проедем. Что-то все ездят. Как могут так ездить? Опс! Кстати, велосипед при удачном использовании, да, вот такие местности, они, ну, надо еще ноги иметь накачанные, самый лучший вариант для путешествия. Можно с собой какой-нибудь тентик взять. Там. Но у нас особо тут не полежишь, потому что комарики, как бы, да, в травке. Если только где-то рядом с речкой, на вот... Ой, тут сколько, смотрите, уехали-то. Куда-то уехали. Везде люди. Раньше же такого не было. А сейчас везде. Везде люди, везде люди. Ух ты, тут сколько разбросано сено-то, а. Видали, что творится? Сенное царство. Вот его не убрали, и вот так вот все случилось. Его просто раскидало по деревьям. Далее скосили. Да. Все раскидано. Сено все раскидано водою. А здесь мягкая такая дорога из сена. Так, ну мы, похоже, все приехали уже, да? Похоже, все приехали. Там есть проезд туда? Наверное, уже нет, да? Наверное, уже нет. Или вот посюда можно, да? Посюда. Посмотрим. Можно, нет? О, можно, ура! Ура! Проехали. Машина уже тут не проедет, смотрите, да? Не всякое рискнет. Тут надо какой-нибудь хороший вездеходик с высокими мостами. Вот такая вот дорожка. Смотрите.
Смотрите, прикольно, да? Так, главное тут не улететь. Опс. Да, хорошо, я сегодня покатался. Просто замечательно. Просто замечательно. Просто замечательно. А вот тут уже, по-моему, тут следы машин тоже есть, смотрите. Тоже кто-то едет, а? Тоже кто-то едет. Ездит. Ну, кому свою машинеху не жалко, за 3 миллиона рублей. Или может специальные какие есть такие машины, по которые могут по таким дорогам проехать. Так, это куда мы приехали вообще? Что это такое? Так, дорога сюда и вот сюда. Давайте лучше посюда поедем. Хоба! Это у нас дорога. Ладно, я слажу. Пить охота! Солнце, пить! А я с собой даже бутылки воды не взял. Ни одной. Это мы приехали вот на это озеро. Мы раньше здесь купались. Ага. На нем. А сейчас вот оно такое стало. Да. Вспомнил. Вот тут песочки будут. Вот это речной порт у нас напротив. Это мы, получается, на острове сейчас находимся. Ходим по дамбе. И там, вон, смотрите, сколько людев-то. На машинах. Это они по этой дороге проехали. Раньше вот это... Сейчас ее, видать, отсыпали. Отсыпали ее. Раньше она плитами была. Железобетонными. Ее, короче, сделали выше. И она ниже была, да. О, там, смотрите, дети купаются вовсю. Рыбалка. Красота, а не жизнь, да? Зачем куда-то ехать за 3-9 земель, если вот, смотрите, ну, полчаса езды даже, полчаса, да? Если дорогу знать, то можно даже и быстрее. А здесь все заросло. Да давно тут не было уже. Короче, ее поднасыпали. Получается, красотень. Там он речной порт, туда чуть дальше. Смотрите, эти купаются детки со взрослыми. Да. Бюджетненько, так вот можно и отдохнуть. Вот смотрите, уже можно загорать. Вот эти 3 дня, по сути дела, можно было куда-нибудь на природу выезжать и загорать. За 3 дня-то можно хорошо загореть. Да, капец, тут заросло. Короче, вот это, я, наверное, дальше не поеду туда. Сейчас мы с вами обратно поедем. Потому что вот эта дорога туда дальше идет она. Туда дальше, дальше она до конца вот этого острова. Вот остров в ту сторону идет. Ну там тоже, конечно, было бы прикольно посмотреть, но что-то сил у меня уже нету. Поэтому мы с вами разворачиваемся здесь и едем обратно. Обратно едем. Можно было спуститься к водичке, но я не буду. Мне вообще, честно говоря, пить охота. Воды я с собой не взял. Думал недолго, а уехал вон куда. Такая дорожка, тихонечку. Надо по ней потихоньку, чтобы колеса не поломать себе. А то потом еще раз придется все это колеса устанавливать, камеры клеить, там покупать где-то. Расходники нужны.
Раньше как-то с велосипедами проще было. Велосипеды были примерно все одинаковые. И поэтому... Так, нам надо посюда вот идти. Потихонечку. Опс, опс. Опс. Или велосипедисты тоже вот кому неохота куда так. А мы где тут приехали-то? Посюда или посюда? Посюда, по-моему, да? А, они потуда приехали. А давайте посюда поедем. Посюда поедем. Тут такими можно объездами ехать. Смотрите, объезды. Такие вот. Так, как нам тут проехать? Проехать вот так вот. Что у меня еще вот это ломается штука. Надо будет ее изолентой подмотать, да? Я говорю, раньше как-то с великами проще было, да? Модель велосипеда, всего было там ничего. Сколько, вы помните, там был какой-то школьник, да, маленький самый, потом... А, еще самый маленький там трехколесный был, потом был, по-моему, школьник. Это можно было с 1 класса по какой-то 4 там кататься. Потом орленок. Уже побольше был велик. И самый большой был взрослик. А взрослик был... Он был дамский и мужской. Дамский он... Ух ты! Приплыли, да? Так. Приплыли. Мы приплыли. Так, я посюда ехал. По-моему, ехал, да? По-моему, ехал. Я ехал. Или не ехал. Я уже не помню. Опс. Так, главное тут не засесть ни в какую грязюху, а то потом будет сложно выкарабкиваться. Вон, люди с детишками. И тут в кустиках все стоят. Так. Да, мы тут уже были. Мы тут уже были. Вот эта трава. Вот смотрите, вы даже смотрите, где высоко она. Ой, тяжело. Так, ладно. Подмочь ногами. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Сразу такие песни охота петь, да? Когда вот едешь, еще ехать, а уже тяжело. Еще тяжело. Можно было вот туда съездить, но мы обратно поедем той дорогой, которой приехали. Приехали, уехали, правильно, да? Так, разгоняемся. Разгоняемся. Успешно преодолеваем полосу препятствия. Хороший кросс, да, вот так вот тренироваться. Воздух чистый. Мускулы можно себе подкачать на ногах, на руках, в голове. Тоже мускулы, да, там есть у нас извилины называются. Тоже, когда люди чистым воздухом дышат, у них они извилины начинают лучше работать. Правильно? Да, совершенно точно. Дыхание у меня как сильное, да? Надо. Это я же сидел сколько времени? Всю зиму практически. И вот выехал на природу. Нормально. Правда, ноги будут болеть. Потом, когда я приеду, у меня ноги будут болеть. Может, даже их бывает, что сводит. Утром. Ну, ничего, надо организм тренировать, чтобы был закаленным и тренированным для битвы, которая нам всем впереди предстоит. Да? Вы же согласны?
с этим. Да-да, потому что вся битва еще будет впереди. Так, там дорога есть, так. Ну, поехали так. Вот меня что не радует, вот здесь бутылки, стекла битые. Это вот меня не радует совсем. У меня колеса резиновые, они железные. Поэтому, ох, колесо, смотрите, кто-то забыл. Кто-то забыл колесо. Давайте разгонимся. Тут долго ехать. Долго ехать. Это надоедает. Фу. Хорошо. Ух, я сегодня, наверное, натренируюсь-то. Вообще суперовски. Тяжело, конечно, тренироваться, но надо иметь силу воли. Силу воли надо иметь, а без силы воли в нашей жизни ничего не добьешься. Какие-то жуки ползают. Такие здоровые жуки. Жуки. Тут, короче, где-то уже собирали у нас лук. Ну, такой зеленый, длинный лук. Его кушают. И щавель уже, короче, вот в начале июня он растет. Хорошо. Вот на зеленом лугу возле Якутска его довольно много. И людей тоже много. Ну, в принципе, можно набрать, так выйти. И пособирать. Кто не боится комариков, конечно, да? Комарики. Вот сейчас вот жарко, да? Комаров нету. А когда прохлада, вечер, комарики вылазят, вылетают и начинают жалить. Ой, там машин-то сколько. Ой. Одна, вторая. Да, когда-то здесь такого не было. А сейчас транспорт, как в городе ездят. Ну вот, и то, что вот дороги такие, да, конечно, они не все машины сюда проедут, поэтому вот это радует. Бездорожье. А сделали бы дороги какие-то, да и тут, ну как, тут не сделаешь, тут же топит. Остров. Вот там какой-то фуфлыжник едет. Сейчас мы ему должны уступить дорогу. Пускай он проедет. Оп. Мы вот так вот рядом с ним должны проехать. Опс. Хорошо на велике, да? Смотрите. Так, здесь надо ножками. Не, отчасти вот велосипед маленький, да? Это хорошо. Почему хорошо? То, что так на него слезть и залезть на него без проблем. Каких-либо проблем. Так, все, мы приехали обратно к дамбе. Вот, тут заезд наверх. Так, нам получится разогнаться и туда залезть или фиг. А там впереди еще машина какая-то. Машинюха. О, ну, давай. Фиг. Мне надо было больше разгоняться. Но вот эта вот машина мне помешала. Я ее побоялся сбить и устроить здесь аварию. Люди карантинные вылезли. Так, короче, сюда приезжают на машинах с колясками, с кучей детей и катаются. Все. Поехали обратно по дамбе. Тут у нас уже дорожка хорошая. Сейчас мы по ней до самого конца поедем. Лишь бы только у меня снимал мой
Вот этот вот. Камера не сдохла. Кто-то сзади там едет. Кто-то сзади. Или это я еду? А нет, сзади. Кто-то сзади едет. Продает машину. Там номер указан. Да, вот у этой камеры хорошо то, что аккумулятор долго работает. Долго работает, поэтому можно долго поснимать. Хотя не всем нравятся длинные видео. Кому-то они абсолютно не нравятся. Но в чем вся прелесть Ютуба, в отличие от телевидения, в том, что там можно просто отмотать. Вот тебе не нравится, допустим, вот хочешь ты с середины смотреть, да? Хочешь ты там вообще конец самый смотри. Вот в этом весь плюс. А в телевизоре там то, что тебе показывают, ты это все должен смотреть, плюс рекламу смотреть. Короче, я так считаю, что телевизор смотреть — это самого себя не уважать, да? Правильно? Поэтому, уважаемые сограждане, граждане мира, потому что, наверное, меня смотрят не только россияне, якутяне, но и граждане, будем надеяться, других государств, граждане мира. Вот эта антенна с какими-то антеннами наверху. Девушки гуляют. Вот смотрите. Гуляют. Вот сзади опять меня тарантул какой-то едет. Девушки гуляют. Ножки разжирели у них за зиму, там разжирели. Теперь лето, надо скидывать. Жирок надо скидывать, чтобы красивыми быть. Правильно? Правильно. Интересно, сильная качка там. Я вот на этой камере включил стабилизатор. Кстати, вот меньше качает, когда по краю едешь вот этой дороги, по грунтовой части. Она как бы присыпана песочком. И получается то, что... Опс, опс. Колючка такая. Ой. Фу, комар залетел, что ли, ко мне в рот. Комарики. Машина индрайвер ехала рядом. Индрайвер, кто не знает, это у нас такая служба такси есть. Ну, может, в ваших городах есть, но индрайвер, вот именно в Якутии ее разработали. Такую систему, как бы. И она первая в Якутске начала работать. Так, вот здесь вот надо быстрее. Быстрее. Все, мы выехали на дорогу. Теперь там дальше заедем. Можете сами смотреть ландшафт. 202-203 микрорайон, по которому мы вам с вами ходили. Там же лодочная станция вот здесь вот напротив. Ух ты, кто-то, что это он там включает? Бензопила у него или что это? Что-то пилит, дрова. Что-то мужик пилит вот с собой. Видать, в кузове возят всякие причиндалы, инструменты. Удобно, да? Сейчас стало. Всякие можно с собой возить штуковины, которые облегчают. Раньше что было один моторик. Опс. Так, ну тут мы с вами уже смотрели. Едем против солнца. Я не знаю, что там получится. Но, в принципе, эта камера вытягивала. Так. С детьми. Надо осторожно, а то они могут выскочить.
когда не надо. Люблю вот такие дороги. Вообще-то пешеходная зона. Но у нас в городе ни одной велодорожки нет. Вот что я хочу сказать. Ни одной велодорожки. Вроде... там есть где-то... Вру. Есть велодорожка, но она... где университет, там в том месте где-то. По-моему, что ли. Ну, туда же ехать целое дело. Мне, допустим, вот сюда удобнее, да? Так. Хопс. Так, главное головой не мотать, чтобы все удачно было. Так, тут камушек вот такой вот. Нехороший. О! Это что у нас? Пляж уже? Люди. Пляж. Пойдемте посмотрим. Ё-моё, пляж полный. Ё-моё. Купаются уже дети, подростки, детвора. Здесь смотрите, сколько народу. У нас, как в Крыму, уже купальный сезон открытый. И в Сочи, да? Там даже не купаются, здесь, смотрите, купаются вон люди. Видите, да? Зашли в воде. То есть вода терпима. Ну, нормально, слушайте. Так вот на песочек покрывало с собой взять, кинуть и лежать. В принципе, какие проблемы, да? В принципе, какие проблемы. Ну, заход вот здесь вот. Городской пляж. Но он еще не открытый. Он еще не открытый у нас. Поэтому люди на свой страх и риск. И когда он откроется, тут должны быть убирать и, соответственно, какие-то спасатели работать. Видите? Люди сзади. Так, теперь нам что надо сделать? Нам надо сюда вот прийти. Опс. Там нету. Оп. Так что видали, да? Все. Сезон открыт. Я вам показал. Документальное подтверждение. Сезон открыт. На дамбе есть люди, купаются. Бистро. Вон там уже кушают что-то. Вон человек в маске. Ну я... Бистро. Кофе возьми с собой. Так, а как надо? Не туда я залез. Не в ту сторону. Опс. Ну, вот сюда вот поедем. Тут даже кто-то сделал такой помостик. Сейчас мы по нему. Смотрите, как удобно. Памятник кораблю в честь того, что по линии стали корабли ходить. Так, ну тут надо уже осторожнее ехать, потому что, ух ты, смотрите, какая тут пропасть, можно сюда улететь, вообще капец будет. Вообще капец. Вот тут тоже песочек. Вон, смотрите, удочка. Видали удочка, да? Люблю вот по таким дорожкам кататься, асфальтированным, широким. А тут вечером хорошо, народу нету. Сейчас, короче, мы с вами выйдем в районе Площади Победы.
Баба у нас выходит как раз на площадь Победы. О, у нас универсам тут. Раньше было, сейчас какой-то магазин. Или куча магазинов. Здесь мороженое продают. Пирожное. Да, сейчас бы я от мороженое не отказался бы. А, вон вижу, смотрите, дети на памятнике, на танке. Вон, видали? Опс. Ух, тут, смотрите, сколько велосипедистов. Вот, видали, сколько там. Я вам покажу, сколько их. Во, видно? Вот так столько. Смотрите, девочка разбегается. И пошла вверх. Забралась удачно. Смотрите. Здесь детишки катаются на чем это? Как эта штука называется? Самокат? Ух ты, даже лежат. Лежит. Мы с вами прокатимся. Давайте вот сюда вот зарулим. Здесь дорога пошире. Пошире. Это большая тут покажет. Ну и все, проехали. Ну, смотрите, движение относительно интенсивное, конечно. Так, теперь нам надо... Снимает, не снимает. Вот потихонечку посюда спуститься. И туда. Ой. Скорая помощь едет. Слышите, да? Опс. Кому-то плохо. Поэтому скорая едет. Ну, а мы с вами вот посюда прокатимся. Как-то я уже посюда ходил. Так, осторожно. Бжик, бжик, бжик. Бжик, бжик, бжик. Хорошо. Хорошо, когда колеса хорошо накачаны. Амортизирует хорошо. Мягко ездить. Мягко ездить это когда, знаете, когда это? Когда в попе не больно. А вот здесь тоже разогнался бы, да, не сможешь, потому что вот такие вот вещи. Асфальт, эта плитка, она вот так вот пошла, смотрите. У нас вечная мерзлота, поэтому видите, да, вот эта кочка, там что-то, значит, лежало, и это все вылезло. Начинает потом это дерево оттуда вылазить, и все это подниматься. Так, может быть, туда сигануть. Так, девушка нажала на кнопочку, сейчас мы с ней поедем. О, все. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу.
Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Фу. А вот здесь вот поликлиника инфекционная. Я РКВД. Кожвендиспансер. Ага. У кого там проблемы какие-то, да? Такие. Вот сюда надо идти. Так. Куда мы? Сюда, туда. Давайте сюда. Вот сюда вот. Сюда теперь. Сюда. Сюда, сюда. Сюда. Ну, мы уже с вами заканчиваем наше путешествие. Велопутешествие на остров. Поэтому скоро закончится. Так, ладненько. Так, куда нам лучше? Сюда? Нет, туда. Сейчас там дорога откроется, переход. И мы туда пойдем. Так вот. Потихонечку ехать. И, наверное, я вот сюда вот здесь постою. Сейчас здесь светофор. Сейчас здесь светофор включится. Зеленый свет для пешехода. И мы с вами пойдем. Можно, конечно, по дороге, но я что-то не рискую на таком тарантуле ехать по дорогам. Надо какой-то более-менее надежный аппарат. Опс. Стокгольм, мебель для товары для дома. Видали вон фон? А это дискаунтер, карри, обувь. У вас тоже, наверное, карри есть, да? Обувной магазин. А с этой стороны... Так, нам надо здесь проехать. Только супермаркет вкусной еды. Только. Так, у меня ни копейки нету. Так можно было, конечно, зайти, бутылочку воды взять, но не удастся. Так, как тут съехать? Оп. Так, и подняться. Где тут подняться? Тут проехать. Да, тут кругом гвозди. Надо быть осторожным с гвоздями. Колеса не казенные, да? Как спина. Поэтому надо очень внимательными быть, ездя на мототранспорте. Он очень опасен. Поэтому есть риск покалечиться довольно большой. Так. Упс. Ну вот. Смотрите, тут как все сделано шикарно. Асфальтик новый. Даже вот это водосток. И далее детская площадка новая. А это 10-я школа. Так, наверное, мы через нее и проедем, да? Если у меня он что-то еще снимает. Если батарейка или память не сдохла. Так. Ну и все, приехали. Всем пока.